Здравствуйте. Я Шолохов Андрей Леонидович, 1961 года рождения. Родился я здесь, в городе Усть-Каменогорске. Ну и, соответственно, здесь и пошел в школу. Правда, сменил их с первого класса несколько. Начинало нас, наверное, человек 150-160. По спортивному залу бегало кольцо, замкнутое. Такое огромное количество ребятишек. Конечно, отсев был бешеный, но отсев был неумышленный. То есть кому-то это не понравилось, кто-то физически не выдерживал. Через 3-4 года нас осталось, наверное, человек 15. Мы уже никому в Казахстане не проигрывали. У нас единственный конкурент был джамбульские ребята. Все ребята, в общем-то, очень по жизни достаточно целеустремленно шли, и в немалой степени им это дал именно спорт, именно баскетбол. И здесь вот нужно именно отметить Гадалова Вячеслава Ивановича, потому что без такого талантливого педагога и тренера вряд ли это так бы получилось. В Павлодаре проводилась казахстанская спартакиада школьников, и там происходил отбор в сборную Республики Казахстан. Фактически уехал только я один, потому что ребята отказались, у них была немножко другая дорога, они были не туда нацелены. Попал я в так называемый спортивный интернат алматинский. Я, Витя Петров и Вадик Колесников, баскетболисты, именно усть-каменогорские. И, соответственно, играли в составе сборной Республики Казахстан, играли в Ташкенте на спартакиаде. После интерната я остался в Алмате, попал уже во взрослую команду «Трудовые резервы», город Алма-Ата. 3-4 тренировки в день, 7-10 часов тренировок. Но это было физически тяжело. Хотя эффект был бешеный, но это до нас дошло, до нас, мальчишек, конечно, гораздо позже. Если техническую предварительную школу нам давал такой талантливый человек, как Гадалов Вячеслав Иванович, то в остальном, что касается меня, очень много мне дали Малашин Геннадий Юрьевич и Жангужин Булат Рашидович. Мы выигрывали профсоюзные кубки, первенства республиканские и выиграли первенство республики, то есть КАЗ-СССР. И тогда только первое появилось в 80-м году звание кандидат в мастера спорта в баскетболе. Его не было. То есть, если оно было в других видах спорта, то в баскетболе был первый разряд, потом мастер. Ну и тогда же мне его и присвоили. То есть я, наверное, один из самых первых, кто его получил. Но это кандидат в мастера спорта Советского Союза. После окончания службы я вернулся сюда, еще не определившись, что же делать. Ну и как-то нечаянно поступил в строительно-дорожный институт. Там, естественно, я очень быстро прошел на кафедру физвоспитания. Там уже учился Муль Олег, Володя Карпов, Андрей Елисеев. И вот с этой командой Георгий Иванович нас вывез на переигровку на первенство республики. Ну, мы, естественно, ее в легкую выиграли. И вот здесь, пожалуй, для меня самая дорогая в моей жизни медаль. Она у меня не одна, но это самая дорогая. За второе место на первенстве КАЗ-СССР, которое я прошел от переигровки, и все 4 тура, и в том числе и финал. Финал был здесь, в городе Усть-Каменогорске. Конечно, возраст о себе дает знать, и начиная с 36 лет спортсмены выходят в ветераны. Но нужно
сказать спасибо не только правкому и администрации АУ МЗ, но и Косцинку обязательно. Потому что там у нас сейчас базируется ветеранская команда. И она неоднократно выигрывала ветеранские турниры, в том числе и не только казахстанские, в том числе и с участием россиян. А ветеранский спорт нам ведь тоже хочется поиграть.